июня 2020 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые рекомендации по ношению масок. ВОЗ разработала обновленные рекомендации на основе тщательного анализа всех фактических данных и научных исследований и консультаций с международными экспертами и группами гражданского сообщества. Новые рекомендации представляют собой обновленную версию 3 рекомендаций, которые мы давали ранее на протяжении последних месяцев. Это ношение масок следует рассматривать лишь как один из элементов комплексной стратегии борьбы с COVID-19. Одними масками с COVID-19 не защититься. Неизменным остается следующее. ВОЗ по-прежнему рекомендует, чтобы больные с симптомами COVID находились на изоляции и находились под наблюдением врача. Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 подлежат изоляции и лечению в медицинском учреждении, а контактировавшие с ними лица должны помещаться под карантин. В случае абсолютной необходимости покинуть дом, больной и лицо, контактировавшее с больными, должны надевать медицинские маски. ВОЗ по-прежнему рекомендует лицам, ухаживающим за инфицированными больными на дому, носить медицинскую маску при нахождении в одном помещении с больными. Кроме того, ВОЗ по-прежнему рекомендует всем медицинским работникам использовать медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты при работе с пациентами с подозрением или подтверждением COVID-19. Новыми является следующее положение. ВОЗ рекомендует, что в условиях широкого распространения инфекции все медицинские работники должны носить маски во время нахождения на работе. Это означает, что, например, врач, совершающий обход в отделении кардиологии или паллиативной помощи или в родильном доме, в котором нет пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, также должен пользоваться медицинской маской. Во-вторых, ВОЗ рекомендует ношение медицинских масок в районах широкой циркуляции инфекции, где не может быть обеспечено физическое дистанцирование всем лицам в возрасте старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями. В-третьих, ВОЗ также обновила рекомендации об использовании масок широкой общественностью в районах с распространением инфекции среди населения, каким является Киргизская республика. С учетом новых данных ВОЗ рекомендует всем правительствам призывать население носить маски в условиях широкой циркуляции инфекции, и обеспечение физического дистанцирования невозможно. Например, в общественном транспорте, в магазинах, в замкнутом пространстве или местах большого скопления людей. Новая информация об использовании тканевых масок, которая основана на проведении по заказу ВОЗ исследований, заключается в том, что население может носить маски из хлопчатобумажных и синтетических материалов, изготовленных в различных местах. Подробная информация о том, из каких материалов должен изготавливаться каждый слой, содержится в наших рекомендациях. Это может быть полипропилен или хлопчатобумажные маски. Кроме того, есть рекомендации по уничтожению одноразовых масок, а также ношению и использованию и обработке многоразовых масок, изготовленных из ткани. Человек может заразиться, поправляя маску на лице, поэтому маску надо надевать только чистыми руками. Маска должна покрывать область носа, область рта и область щек. При снятии маски также нужно пользоваться чистыми руками. Лицо и маску во время ношения трогать нельзя. Если эти правила не соблюдать, то ношение маски может создавать ложное чувство безопасности, в результате чего люди начинают пренебрегать такими мерами, как мытье рук, дезинфекция и физическое дистанцирование. Хочется также подчеркнуть, чтобы одними масками COVID нельзя защитить. Ношение масок не заменяет необходимости соблюдения физического дистанцирования, а это значит расстояние между двумя индивидуальными
посторонними лицами должно быть не менее 1 метра. Кроме того, гигиена рук и другие меры общественного здравоохранения. Маски могут быть полезными только как часть комплексного подхода борьбы с COVID. Основу реагирования в каждой стране составляют меры по выявлению, изоляции, диагностике и лечению каждого пациента, а также выявлению и помещению под карантин всех, кто находился в контакте. Именно все меры одновременно с ношением масок могут быть эффективными.